Сюда. Здравствуйте, уважаемые зрители, филологи. Сегодня наша с вами тема – результаты перепроверки итоговых сочинений прошлого года. Итак, по приказу нашего Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, мы, то есть Республиканское методическое объединение филологов, были вовлечены в работу по перепроверке итогового сочинения, написанного детьми в декабре прошлого года. Результаты перепроверки по приказу должны были быть внесены в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА. И, конечно же, как видите по третьему пункту, учесть результаты перепроверки при проведении контрольно-надзорных мероприятий 2020-2021 года. Имеется в виду, что те школы, которые получили отрицательные какие-то результаты или замечания по поводу объективности проверки итоговых сочинений, и они подлежат как раз проверке министерства нашего, значит, им, конечно же, вот это тоже будет как бы тема для разговора. Так, общие сведения. Значит, проверке подлежали не все работы, а только те, в которых по всем 5 критериям был поставлен зачет. Требования по умолчанию, требования номер 1 и номер 2, считалось, что они все выполнены. Под перепроверку попали работы 9 муниципальных образований, вы видите на экране, из 18 образовательных организаций, в том числе одна образовательная организация республиканского подчинения. Здесь перечислены те школы, которые, значит, чьи работы подлежали проверке. В комиссии по перепроверке участвовали 6 экспертов, учителей русского языка и литературы из образовательных организаций Сыктывкара. Поскольку понадобилась у нас по некоторым работам вторичная проверка, вторая перепроверка, это те работы, которые шли на незачет, то уже по их проверке, в их проверке участвовали сопредседатели, то есть Сергеева Наталья Станиславовна, которую вы хорошо все знаете, и я, Матвеева Татьяна Петровна. Проверено всего было 114 работ. Обратите внимание, 33 работы, в которых было выявлено несоответствие по каким-либо критериям, по одному, по всем. Всего 47 несоответствий, и вы видите по каждому критерию, сколько именно. Итак, по критерию номер 1 – 4 работы. Вы знаете, что это означает. Критерий номер 2 – 2 незачета. Критерий номер 3 – 17 незачетов. Критерий номер 4 – 21 несоответствие. И критерий номер 5 – 3. Таким образом, практически в трети работ были выявлены те или иные несоответствия. И наибольшее количество несоответствий было по критериям номер 3 и номер 4, то есть по критерию композиция и качество речи. 4 работы по результатам перепроверки получили незачет. Я не указываю, какие именно школы, вернее, дети каких именно школ получили незачет. Эти школы знают сами. Итак, посмотрите в табличке, какие именно, значит, по каким критериям, как вот расположились наши незачеты. Вы знаете, что по тем федеральным требованиям, значит, критерий номер 1 и номер 2 являются определяющими для постановки зачета. И поэтому, если нет и есть незачет хотя бы по первому или только по второму, а тем более, если сразу по двум, то такие работы получают незачет. Ну и, как видите, эти же работы подпали еще под незачет по критерию номер 3. По остальным критериям все, в общем-то, нормально. Итак, давайте еще раз, коллеги, мы с вами вдумаемся в критерии незачета. Потому что чаще всего учителя обращают внимание на то, что является зачетом, но мало думают над тем, что является незачетом. Итак, незачет ставится, когда сочинение не соответствует теме. Раз. Не прослеживается конкретная цель высказывания. 2. Аргументация, критерий номер 2. Незачет ставится, если а. Сочинение написано без привлечения литературного материала. Б. Существенно искажено содержание произведения.
литературные произведения лишь упоминаются, не становясь опорой для рассуждения. Итак, критерий номер 1. Тема должна быть понята, тезис должен соответствовать теме сочинения. Для того, чтобы тезис был доказан, а тезис – это всегда утверждение, требующее доказательства, то критерий номер 2 – это аргументация к данному доказательству. Обязательное условие привлечения литературного материала. Критерий номер 3 я выделила его зеленым цветом, потому что, хотя композиция, казалось бы, не имеет отношения к содержанию, тем не менее, наличие или отсутствие тезисно-доказательной части, а это как раз и есть тезисно, это критерий номер 1, доказательная часть – это критерий номер 2. Таким образом, все три критерия тесно взаимосвязаны. И поэтому они являются, собственно, самыми главными в сочинении. И проверка, прежде всего, шла, конечно, по содержанию сочинения. Вот я написала вам, что по умолчанию эти критерии взаимосвязаны. Итак, значит, если литературный материал, так, он в качестве примера не подтверждает аргументацию или аргументация отсутствует, то есть все это вместе не является опорой для рассуждения ребенка, то по критерию номер 2 ставится незачет. Итак, мы с вами постоянно имеем дело с аргументами. Это в заданиях 9.1, 9.2, 9.3 ОГЭ по русскому языку. То есть это доказательства, приводимые в поддержку тезиса. То есть все, что может подтвердить, но у нас обязательно это должен быть литературный материал. Так вот, у нас с вами здесь вот такое получается, непонимание в каком-то смысле. Я полагаю, что здесь вот этот критериальный подход учителями школьных комиссий, он был таким формальным. То есть тема есть, тезис к ней есть. Формально литературные примеры есть, значит критерий номер 2 зачтен. Вот эта толстая часть сочинения написана, значит композиционно все правильно. То есть есть вступление, есть вот эта основная часть сочинения, есть вывод. Стало быть, композиционное сочинение тоже соответствует требованиям. И так поставили зачет. Давайте же посмотрим, в чем были претензии к тем работам, которые получили незачет. Итак, давайте сначала вспомним, какие темы были в прошлом году. Итак, согласны ли вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий? Какую книгу вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться? Как вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла – сердце человека? Считаете ли вы смирение добродетелью? И что мешает взаимопониманию между любящими? Как видите, из 5 работ, в 3 работах я выделила те понятия, которые стали камнем преткновения для наших обучающихся. Итак, типичная картина сочинения незачет по критерию номер 1. Итак, какие проблемы были? Проблемный вопрос понят неверно. Если вопрос понят неверно, следствие, а ответ не соответствует теме сочинения. Далее. Используемые понятия в теме сочинения трактуются учеником неверно. Следствие, ответ не соответствует теме сочинения. Третье. Ответ не дан вовсе. То есть ребенок пишет вступление, и далее все, что он написал во вступлении, он по умолчанию считает, что это и было его рассуждением, это и есть тот самый тезис. Следствие. Тезиса нет, он не обнаружен, и, соответственно, К1 – 0. Посмотрите на список понятий, которые неверно понимались обучающимся в 2019 году. Наши дети удивительно мало понимают такое понятие, как смирение, слово добродетель, далее путь, далее духовные искания, далее поле битвы, добро, зло.
Конечно, когда я увидела тему сочинения в самом начале, в декабре, когда вот увидела, я так и поняла, что с понятиями добра и зла будут проблемы. Ну и, как говорится, не ошиблась. Итак, я позволила себе, сочинение у меня с собой, но тем не менее я решила, что я не буду зачитывать, на слух плохо воспринимается информация. Я взяла на себя труд сделать выписки из детских работ. Итак, посмотрите, что именно писали дети по теме «Поле битвы добра и зла, сердце человека». Добро – понятие, при котором человек совершает поступки. Орфография, пунктуация, в общем, это чисто детские работы, я ничего не исправляла. Делает все, чтобы человек был счастлив. Это искренний, доброжелательный, жизнерадостный, отзывчивый человек. Такого человека обязательно должно быть доброе сердце. Любые поступки всегда делают от сердца, и результат получается положительным. Злой человек, наоборот, все делает назло тому, кого, например, считает своим врагом, или тому, кто ему не нравится. Такого человека можно назвать бессердечным. Итак, для ребенка получается так. Мир делится на плохих и хороших. Нет никакой битвы. В сердце нет никакого поля, где встречаются добро и зло и где происходит битва. То есть это такое упрощенное, однозначное понимание темы. И получается, что добро и зло, они существуют в сердце. Значит, зло в сердце злых людей, добро в сердце добрых людей. И они исходят в мир, направлены на людей, на обстоятельства, на все, что их окружает, без всякой борьбы. И нет никакой проблемы, вообще нет никакой проблемы. То есть люди с добрым сердцем на зло никогда не ответят злом. Соответственно, люди со злым сердцем никогда не совершают добрых поступков. Почему в 11 классе у нас у детей такое однолинейное понимание человека? Это после того, как им с ними было прочитано столько произведений, столько обсудили различных образов героев, различные поступки, их мотивы. И вдруг вот это вот такая детская, абсолютно детская такая однолинейность. Пример не зачета еще один. Я согласен с убеждением автора, потому что тоже считаю, что каждый человек должен найти себя в этом мире, найти то, о чем мечтал. Ну, тема здесь другая. Итак, неважно, какой путь ты пройдешь, все проблемы, которые тебе встретятся на пути, ты должен преодолеть. Ведь важно, чтобы ты нашел именно то, что искал, что выбрал в начале своего пути. Итак, посмотрите. Концовка. Таким образом, Толстой показывает нам, насколько важно пройти свой путь духовных исканий, потому что в конце этого пути мы найдем свое счастье, тот мир, о котором мечтали. Итак, опять же, упрощенное однолинейное понимание этой темы. Итак, человек заранее выбирает путь, он о нем мечтает. В конце его ждет счастье, мечта, а на пути к счастью, к мечте есть проблемы. Он должен эти проблемы преодолеть, и будет ему счастье. Таким образом, вот жизнь духа, которая, конечно, не ищет счастья и мечты, она вообще здесь не просматривается. Нет поиска, нет каких-то борьбы нравственных убеждений, нет полета, нет падения, нет возрождения, нет духовной смерти, нет прозрений, нет вообще поиска и вообще нет духовной жизни. Получается, что вот есть дорога, надо просто преодолеть все проблемы, и там тебе будет счастье и мечта. Подбор примеров по критерию номер 2 на незачет. Значит, здесь в основном проблемы были следующие. Литературные примеры есть. То есть не было ни одного сочинения, в котором не было бы этих литературных примеров.
но они здесь существуют формально. То есть, да, они есть, но дело в том, что они логически подобраны неверно. То есть указаны не те произведения, то есть в них нет, не рассматривается данная, значит, проблема. Дальше. Или произведение, скажем, всегда можно в нем найти, да, но не те эпизоды взяты, не те черты личности рассматриваются в герое, не те его поступки служат, значит, доказательством. И получается так, что вот посмотрите, я выписала, какие произведения дети брали для темы «Поле битвы добра и зла». Платонов, Юшка. Героя все обижали. Правильно, герои все обижали. Там все были злые. Один Юшка был добрый. Но где здесь битва добра и зла? Далее. Соня Мармеладова, вынужденная пойти по желтому билету. Ну, Соня Мармеладова как раз не тот пример человека, героя литературного, в душе которой происходит битва. Ну вот, ну никак. Вот никак. Это не тот герой. Почему вообще не взяли Раскольникова, я не понимаю. Далее. Пиковая дама. Главный герой узнает секрет побед старушки при игре. Опять же. Герман. Не тот герой, которого мы поставили бы как яркий пример, в чем сердце происходит битва. Далее. Капитанская дочка. Андрей, ну, оставим на совесть этого ребенка, почему у нас Петр оказался Андреем, отдает мужчине свой заячий полушубок. Тот мужчина оказался Емельяном Пугачевым. И опять же, Гринев не тот человек, в чьем сердце идет битва добра и зла. Ну, а вот произведение Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме», мальчик не понимает, чем одни люди отличаются от других. И все, что там говорится, это вообще нет никакой битвы. Есть зло в мире, которое царит, но в сердце мальчика нет битвы, нет какого-то прозрения или позднее прозрение, но ему не сопутствует битва, и не была она вообще в его сердце. Вот критерий номер 3, как здесь вот эта тезисно-доказательная часть была написана. Смотрите. Итак, вот я который отрывок первый, я вам уже его читала, не буду его зачитывать. Посмотрите, как пишут дети. Вспомним произведение Платонова «Юшка». Герои все обижали. Юшка думал, что дети любят его, и так показывают любовь. Они били его до полусмерти. У него было настолько доброе сердце, ведь он терпел всю боль. Но повторяю, что здесь вот дети, именно исходили из того, что битва эта происходит между добрыми и злыми людьми, но не в сердце одного человека. Или героиня Соня Мармеладова своим поступком, когда она пошла по желтому билету, она спасла детей Катерины, помогла Раскольникову осознать свою ошибку. Таким образом, Соня воплощение доброты, и у нее, простите, здесь буковка у меня ускакала, и у нее доброе сердце. Если у нее доброе сердце, соответственно, тоже нет никакого поля битвы. Еще один пример с Германом. Посмотрите. Не чувствуя раскаяния, я специально взяла цитату из Пушкина, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, и решился явиться на ее похороны, чтобы спросить у нее прощения. Вот скажите, ну вот где здесь какая-то есть битва добра и зла? Итак, раскаяния он не чувствовал. Так, пошел на похороны просить прощения исключительно из-за чего? Боялся какого-то ее влияния на его жизнь. И поскольку две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе,
Точно так же и образ мертвой старухи быстро был заслонен образом вот этих трех карт. То есть никакой битвы в сердце этого человека не было. Ну и пример с Пугачевым. Тоже никакой доказательной базы битвы добра и зла нет и просто не могло быть. Просто ссылка на произведение «Капитанской дочки», на пересказ каких-то там эпизодов тоже не послужил доказательной базой. То есть аргументы, есть литературный материал, есть рассуждения, какие-то пояснения, какие-то выводы. Но все дело в том, что они не доказывают тезиса. Почему? Потому что вообще изначальная трактовка тезиса к тому же еще и была неверна. То есть вы видите вот эту цепочку. Неверен тезис, затем неверны аргументы, они потому что к неверному тезису, неверен выбор литературного материала, все, как говорится, захлопнулась ловушка. Еще по теме духовных исканий, конечно, было забавно читать. Толстой показывает нам судьбу одного из своих любимых персонажей Андрея Болконского, жизнерадостного человека. Ну, помним, да, первые главы первого тома, который хотел получить воинские заслуги, хотел стать героем в глазах других. Но князь меняется из-за проблем, которые встретились ему на пути духовных исканий. Вообще, коллеги, могу так сказать, слово «проблема» надо просто запретить детям употреблять его в сочинениях. Ну, вот я понимаю, это модное словечко, которое сопровождает нашу жизнь, сломался ноготь, у меня проблема, да, но никогда наши герои классической литературы XIX века не говорили, что у них проблемы. Поэтому абсолютно неуместно это слово в содержании этих сочинений. Итак, дальше перечисляются его проблемы. И Андрей совершенно не похож на того человека, которого нам показали в начале. Он отказался от войн и хотел жить мирной семейной жизнью. А ничего, что вообще-то Андрей умер на поле боя, так сказать, в результате боя. То есть не прочитано, образ не понят и не удачно вообще взят пример. Вернее, как? Пример взят удачно, я не права сейчас, да, неправильно сказала. У Болконского, безусловно, путь как раз духовных исканий был. Но дело в том, что здесь нужно было не об этом говорить. Не так надо было писать. Надо было показать жизнь именно духа, а не внешние события. Внешние события служили только поводом для того, чтобы вот этих духовных исканий, почему у меня все вот так вот, и как надо жить правильно. Вы помните, он же встречается несколько раз всего с пиерами, каждый раз у него есть какие-то утверждения, жить для себя, жить для других, что такое счастье, отсутствие несчастья. То есть этот человек постоянно, напряженно живет духовной жизнью. Вот ребенок эту духовную жизнь не заметил, о ней он не написал. Ну а Пьер Безухов, как и Болконский, прошел длинный тернистый путь. И, конечно, проблемы изменили его. Из того человека, которого нам показали в салоне, он превратился в зажиточного семьянина, которого радуют повседневные рутинные заботы. Пьер Безухов, если бы только знал, что его назвали зажиточным семьянином, что только не делают дети с нашими литературными героями. Итак, длинный тернистый путь духовных исканий Пьера позабыт, все его метания, все его взлеты, падения тоже остались за кадром. Я понимаю, роман толстый, роман редко когда читается детьми, эпизоды, от эпизода до эпизода, ну, ключевые эпизоды, конечно, берутся. И наверняка я уверена, что учитель говорил об этом, именно какие эпизоды и почему они важны, какой именно путь духовных прозрений проходят наши герои, через что они проходят, что они понимают в жизни, в себе. Но дело в том, что вот это
оказывается, до детей не доходит, и потом вот получаются вот жизнерадостные люди и зажиточные, значит, семьянины. Далее, еще один. Юшка. В данном произведении автор сопоставляет злых людей с добрым человеком. Он показывает, что у героя доброе сердце. И Юшка неравнодушен к любой ситуации. Только злые люди не видят этого, ставя свой эгоизм и проблемы на первый план. Так, пожалуйста, здесь плохие люди, здесь хорошие люди. Нет поля битвы. Джон Бойн. Мальчик не понимает, чем одни люди отличаются от других. Он отправляется гулять, то есть там идет длинный пересказ, в общем, само произведение, да, вот. И вывод. Тем самым автор показывает, что нельзя ставить всех людей в один ряд, и показывает, что нужно ко всем проявлять доброту своего сердца. Конец печален. Детей завели в газовую печь. Автор выражает, что у главного героя доброе сердце, а добрый человек с добрым сердцем никогда не пройдет мимо чужой беды. Наверное, это прекрасно, когда дети думают, что все так просто в жизни, когда делятся люди. Вот подели их, вот этих вот злых сюда, вот добрых сюда. От них жди только добра, от них жди только зла. Как бы прекрасен бы, наверное, мир был просто. Раньше нам выдавали, вернее как, детям раньше выдавали после окончания школы аттестат зрелости. Сейчас он так не называется. Почему? Аттестат есть, зрелости не осталось. Итак, я надеюсь, что я убедила вас в том, что были основания и Натальи Станиславовны, и у меня в том, чтобы не поставить зачеты этим детям, чьи работы я вам процитировала и показала вот эту, почему поставлен был им не зачет. Итак, повторяю, формально в этих работах и есть наличие ответа. Формально есть литературные примеры. То есть формально есть тезисно-доказательная часть. Но, коллеги, уже 6 лет у нас с вами дети пишут сочинения. Когда же мы наконец отойдем с вами от формализма и поймем, что сочинение – это цельная вещь. И если мы не научим видеть сочинение именно как целостное, где все взаимосвязано, где человек, читая работу, получает ответ на заданные вопросы, а далее все его содержание убеждает в правильности данного ответа, в понимании этого вопроса, глубокого понимания этого вопроса. Это время, коллеги, закончилось. И поэтому я следующий слайд покажу вам. Может быть, я уже говорила о нем на прошлом вебинаре. Я хотела предупредить о том, что Рособорнадзор собирается нам изменить кое-что в нашей с вами филологической жизни и в экзаменах детей, которые будут в следующем году писать в 11 классе в декабре сочинение. И я даже не выскажу такого желания: о, не надо, не делайте этого. Я не знаю, как у вас, коллеги, но даже прочитав эти 114 работ, плюс собственный многолетний опыт прочтения сочинений в школьной комиссии, показал, что у нас творится форменное безобразие с этими сочинениями. Это когда в начале сентября объявляют 5 тематических направлений, затем определенные ресурсы начинают в рамках этих руслов, этих тематических направлений всевозможные темы формулировать. К этим темам тезисы, к тезисам литературные примеры, готовые сочинения, что к декабрю месяцу уже просто в тренировочных работах классного характера ты уже не видишь вообще живой мысли, ты видишь заготовки, заготовки, заготовки. То есть ты читаешь из сочинения в сочинение один и тот же набор литературных аргументов. Причем очень хорошо чувствуется, что дети эти произведения не читали, потому что в школьной программе их или нет,
или они будут еще, или они были так давно, что никто уже не помнит когда. Но самое главное, трактовка их одна и та же. Да, формально ты не можешь в Гугле найти вот ровно это же сочинение, поэтому они по требованию самостоятельности это сочинение прошло. Но по сути, по подаче материала ты понимаешь, ребенок просто выучил каждому тематическому направлению какие-то набор вот этих аргументов. И тезисов тоже. И поэтому найти оригинальную, живую работу вообще сложно. Я лично уже устала читать такие работы. Главное, чтобы бороться с этим невозможно. Но, наверное, можно. И поэтому Рособорнадзор нашел выход, и я вам сейчас покажу. Вот такая у нас РИА Новости сообщение дала, что временно исполняющий обязанности главы Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что система тем формирования, тем итогового сочинения потеряла актуальность и нуждается в пересмотре. Абсолютно прав. И вывод: школьники, как следствие, школьники, вероятно, не смогут заранее подготовить заготовки сочинений. Почему? Потому что не будут известны эти тематические направления. Не будут известны вообще. То есть вот просто ребенок должен приходить на декабрьское сочинение с хорошим навыком умения писать работу на любую тему, как бы она ни была сформулирована, в виде темы понятия, в виде темы вопроса, в виде темы цитаты. Он должен быть просто уметь писать сочинение. И поэтому они рассматривают возможность создания банка тем сочинениям. И понятно, что если там будут сотни сочинений, то как бы ты ни готовился, ты все равно не сможешь к ним подобрать, выучить, запомнить все возможные тезисы и все возможные литературные примеры. И предупредил, что если на следующий год для 11 классов такие решения будут приняты, то старшеклассники и учителя узнают об этом до начала нового учебного года. И поэтому, коллеги, смотрим новости образования, смотрим, не пропускаем, а вдруг это уже произошло. Как видите, новости это от 27 февраля, а стало быть, времени еще есть. Следите и готовьте своих детей уже сразу же работать на темы любые, не в отсутствии тематических известных каких-то направлений. Итак, это все, что я сегодня хотела сказать. Еще, может быть, только напомню. Итак, коллеги, поздравляю вас с тем, что наши не только ВПР, но и итоговые сочинения теперь подлежат перепроверке. Вы смотрите, как у нас сужается, да, кольцо. Перепроверяют ВПР. Теперь будут перепроверять итоговые сочинения. Страшно подумать, что еще будут перепроверять. Итак, всем до свидания. Вопросов в чате я вижу нет. Если что, пишите на портал «Открытое образование», который у нас расположен на сайте КРИРО. Это меню справа. Я отвечу. Там указан мой электронный адрес. Поэтому, пожалуйста. Итак, до свидания. До скорых встреч. С вами была Матвеева Татьяна Петровна.